Всем привет из солнечного Сочи. Сегодня дождь валит целый день. На связи Газпром Поляна. 5 января. Плюс 2 градуса. Идет дождь целый день с утра и до сих пор. Что в Сочи, что здесь. И как обычно в дождливую погоду я плаваю в бассейне. Сегодня очередной был заплыв на 1600 метров. Да, погодка 2 дня, валит дождь, так себе. Но есть чем заняться. Как бы. Людей по-прежнему еще много. Все. Тут уже снег растаял. А там он еще чуть-чуть лежит. Это то, что дожди идут, и он тает. Сегодня на Ласточке ехал, и прям тогда все вагоны были забитые. Мест практически, даже не то, что практически, мест не было. Даже некоторые люди стояли, лишь бы уехать. Но это на Ласточке, которая за 260 рублей. А в новогодние праздники подняли цену на 10 рублей, 270 сейчас. А если с указанием мест, то там, в принципе, да, можешь сесть. Но там, по-моему, цена и другая. Не помню, сколько там билет стоит с указанием мест. Ну, в декабре перед новогодними праздниками я сколько вот ездил, конечно, вообще, да. Заходишь спокойно, выбираешь себе место, садишься, то есть не было такого столпотворения, столько людей. В основном чуть-чуть приезжих было там и чуть-чуть местные ездили. А сейчас просто местные выходные, туристы выходные, и все приехали, и все, короче, ездят туда-сюда, кто куда ездит. Туман он сплошной, не видно гор, туманище. О. Да, дождь, блин, замахал. Ну, завтра будет погода ясная. Ну вот, я приехал в начале декабря. И вот весь декабрь, 2-3 дня дождь, потом 2-3 дня ясно. Потом опять так же самое, потом опять. И вот так оно постоянно меняется. Не было такого, чтобы, например, неделя вся была ясная. Вообще еще ни разу. Ну, зима. Как бы так. Ну, а по температуре на самокатах погнали. По температуре, ну вот если брать Сочи, Адлер, весь декабрь был, в принципе, теплый. В основном было плюс 12, плюс 10. Редко, когда там было 6, 5. Вот. Так что такие вот дела. А здесь, да, температура была разная. Было и плюс 8, и плюс 2 было, и 0 было. Самокатчики. Подожди.
такие виды сейчас здесь у нас. Вот такие делишки. А мы идем обедать. В Эстосадок идем обедать. Сейчас хочу зайти. Вчера был в Хинкали мангал. Сегодня хочу, если есть столик в этом, здесь в первом ресторане, гости групп. Если будет столик, там у них прикольный столик есть возле камина. Включают камин. И столик прямо рядом с камином. И ты сидишь как будто, например, дома там, в своем доме ужинаешь, ну или там обедаешь. Вот. Как-то так. Как-то так. Не видно гор. Сплошной туман. Туманище. Не видно ничего. Вот такая дождливая прогулка у нас сегодня. Ну, вчера тоже дождь был. Тоже вчера я шел, да, по дождю с зонтом. Пару раз, конечно, было такое, что ясная погода, прям вообще была. Идешь, все видно, горы, все, релакс. Один раз вообще было, что здесь снег был, уже здесь лежал. Это 2 дня где-то было, потом уже он растаял. Резко потом температура поднялась, и все. Тогда в этот день тоже вообще было ясно. Видно все было, и горы, и все. Я в бассейне, блин, плавал, тоже кайф был. Так, ладно, сейчас на ту сторону мы переходим. Светофор, интересно, сделали или нет. Блымет желтый. О, полиция не стоит. Полиция стоит. Эстосадок, вечер, 5 января. Моросит дождь целый день сегодня.
дождь целый день. Ну, сейчас так чуть-чуть как бы. Вот в таком месте обедал, ужинал. Перешел на ту сторону и идем, как обычно, в Роза Хутор пешком. После плотного обеда, переходящий в ужин, зашел где-то, ну даже это уже не обед был, а ужин, зашел где-то в 4, было начало 5. Вот. Первое, второе, чай с десертом и еще остался у нас чай, дали с собой мандариновый с мятой. Заказывал суп куриный и этого цыпленка, табака и чай мандариновый с мятой и десерт милфей с ягодами. Десерт просто вкуснейший, большой такой, как кусок большого торта. Крема много, клубники, малины. Короче, наелся как слон. Вон такая впереди красота. Правда, туман, особо ничего не видно. Сплошной туман. Ну, здесь дождь идет, а там вверху идет снег. На 1100 как бы там дождя нету, там идет снег. А на 540 вот идет дождь. Вот так вот. Как-то так. А завтра по погоде будет ясно, солнечно. Завтра будем в Адлере на набережной. Завтра 6 число, 6 января. Впереди Газпром Поляна. Вот такая красота вечерняя. Туман, дождь. Газпром Поляна. Идем до Розы Хутор. Дорога до Розы Хутор по набережной. Идем. Бегают там спортсмены. Осталось сзади нас Газпром Поляна. Фух. Напился чаю, капец. Фух.
Чуть-чуть дождик сейчас капает. Чуть меньше уже. Ну, там вроде местами где-то стоит. Уже перестает. И в некоторых местах там пишут до 12 до часу ночи. И все, потом перестанет. А завтра и послезавтра солнечно, ясно. Как, в принципе, как я и рассказывал. 2-3 дня дождь, 2-3 дня ясно. Потом опять дождь, потом опять ясно. Так вот оно крутится зимой, вертится. Не было такого, что неделю было ясно. Фух. Сейчас, может, по времени дойдем до елки. Может, там постоим, поснимаем чуть тут дольше. А то я вчера бегом-бегом не успевал на ласточку. А сегодня, думаю, чуть-чуть можно поснимать там концерт. Кто там сегодня будет петь, танцевать. А здесь еще снежок лежит. Не тает еще. Дождь вчера шел, сегодня не тает. А там вот, где шли Газпром, где на Стасадок, там уже с одной стороны растаял. Фух. О, опять стреляют с пушек там на высоте 1000 и более метров. Слоном стоит. Есть промок бедный. Так что вот такие дела у нас сейчас. Идем не спеша, потихоньку. Время еще есть у нас. Целых 1,5 часа. Сейчас только 6. А ласточка на 19:34. Ой, напился, блин, чая. Вот такой вид открывается на розу. Туман, все в тумане. Ну а завтра я уже здесь не буду снимать. Завтра как раз хорошая погода, здесь будет тоже ясно. Завтра я буду ездить в Адлере, там на побережье. Море. Ну, я, если дождь, либо езжу сюда, либо в Сочи, там хожу, гуляю, снимаю. Ну, интереснее, конечно, ездить сюда в бассейн. А в Сочи так чисто просто поехать, пройтись, поснимать, где-нибудь посидеть в кафе.
А здесь, получается, совмещаем и спорт, и отдых, и снимаем. Поэтому, конечно, лучше для дождливой погоды ездить сюда. Ну, я в горы еще не поднимался, я как бы и не катаюсь на лыжах, сноуборде, лыжи. Не катаюсь я, поэтому я в горы еще не поднимаюсь, не поднимался даже еще. Поэтому как-то так. Туманчик. Серый туман, серый туман. Когда же он закончится, этот дождь бы замахал. Ну, что сделаешь? Зима, осень, конец осени, и зима дождливая. Как ни крути. Но все равно прям, блин, дожди идут вообще часто. Не знаю. Ну, я здесь еще зимой не был. Первый раз, вот как в том году было, позатон. Не знаю, вот если брать у нас там в Ялте зима не такая, как бы дождливая. Идут дожди, но не так часто, как вот сейчас здесь, в Сочи. В Сочи или вот здесь. У нас там, не знаю, у нас даже... Ох, опять. У нас там неделя, это по-любому такое бывает, что неделю нету дождей. Стоит пасмурная погода, либо солнечная. И как бы можно каждый день ездить на велосипеде. Я там зимой и в Семейс ездил из Ялты через Гаспру, Алупку и в Курзу, в ту сторону, на Алушту, и в Партенит, и в горы даже езжу зимой там. Ну, там у нас дело в том, что места такие есть в лес. Ну, едешь по дороге к лесу, подъезжаешь и по лесу поднимаешься вверх в горы, ну, на 1000 метров, там 1100, 1200. Есть такая там у нас Кузенбашская тропа. Вот. Но она, дело в том, что нельзя по ней ездить на велосипедах. Но тем не менее, все равно я езжу. Правда, один раз в том году поймали меня эти лесники. Выписали мне штраф на сколько там, уже не помню, на 3000, что ли, что-то такое. Чипал, сколько ж было, я уже не помню, сколько, какая сумма была. Не 3, по-моему, меньше. 1500, что ли, или 2, что-то такое. Штраф за
за то, что езжу в заповедной зоне. Ну вот, кабинка. Вот, за то, что в заповедной зоне езжу. А так много раз я туда поднимался по этой тропе на самый верх. И даже вот зимой по пару раз поднимался там в нижняя часть по лесу. Едешь, снега практически нет, а потом выше и снег уже. И по снегу даже пару раз на самый верх поднимался. Вообще красота. Вот, на Петре тоже поднимался много раз зимой. Только когда прям слишком много снега, то на самый верх на Плато Петре ни разу не поднимался. Только до Серебряной беседки. Вот. Потому что снега, когда много навалит, тяжело как бы крутить педали. Оно заднее колесо скользит, хоть даже и резина новая. И ты буксуешь, и больше как бы буксуешь, чем едешь. Так что да, вот так вот. Вот тут вроде перестал дождик. Вот. Так что зимой там у нас в Крыму как бы дожди идут, но не так часто, как вот здесь. Здесь прям вообще что-то вообще прям постоянно дождь. 2 дня ясно, потом опять бах, дождь. 2 дня ясно, потом опять дождь. Посмотрим, как будет в январе. Декабрь прям сильно был дождливый. Даже местные все жаловались. Ну, типа замахал этот дождь. Когда он уже перестанет идти. А он все идет. Он уже доходим до казино. Начало. Казино. Фух. Не знаю, думаю насчет экскурсии. Хочу с экскурсией подняться на 1100, там где вот эти качели, там мост, какая-то там ферма. В общем, что-то такое там всякое разное. Думаю, подняться может на Рождество. Посмотреть, что там, да, как. Я еще не был там вообще, даже в тот раз, когда приезжал осенью, не был там. Посмотрим. Погода еще, да, какая будет. Смотреть надо погоду. Там он темень. Ничего не видно вообще. Так что такие делишки. Да мне просто там подниматься туда. Я ж на лыжах, на сноуборде не катаюсь. Вот, а подниматься чисто так, ну, чисто посмотреть, чуть-чуть поснимать. Там особо ходить, я так понимаю, негде, как вот
здесь. Может, чуть-чуть там, ну, там, где вот эти качели, ферма, что-то там еще есть. Вот, чисто так пройтись, да, чуть-чуть прогуляться там. Посмотрим. А в общем, по погоде все, да, какая будет погода с 7-го. Может, и не буду подниматься. Здесь буду ходить, гулять, отдыхать. Поснимаю, может, что-то здесь возле елки какой-то будет концерт, программа. Цаца. Казино Рояль. Флэшбэк. Сейчас перейдем на ту сторону. Алкотека. Отсюда. Пошли дальше. Там уже тут идти нам осталось уже чуть-чуть. Надо посмотреть, сколько времени у нас сейчас. Где-то минут на 15. 7-го или сколько сейчас? Так. Секунду. 6:30. 6:30. А ласточка на 19:34. Азимут на Рождество. Цены на двухместное размещение от, по-моему, 18-20 тысяч. Сутки без питания. Вот. Ну, в основном такие более-менее как бы отели, такие цены ниже. Ну, может быть, ну там, да, в Тасатке есть 15 500, ну и выше. А если меньше, то это либо какой-то гостевой дом, либо такой мини-отель небольшой, где нет ни бассейна, там, ни спа, чисто номера одни. Ну, вот так, да. То там может быть цена, да, там где-то 10-8 тысяч сутки без питания. А в таких, в 4-звездочных отелях, в 4-5, там цены вообще начинаются, смотря какой отель, как, спа, не спа, от 30 тысяч за сутки без питания. 30-35 там и погнало, 40, 50, 60. Ну и там есть, конечно, и выше. В Эст-Тасатке Мариот отель 5 звезд. Там, по-моему, сейчас я вспомню, сколько там сутки. Что-то в районе 80 тысяч, что ли. От 80. Стандарт. Обычный номер. Он этот капсульный. Капсульная теплица. Прикольное местечко. Ну тут у них как бы вкусно, да. Но к чаю у них десерт тут так себе. Не очень. Единственное место, где выбор из десертов, можно сказать, никакой. Вот мы почти дошли до елочки.
А тут снега уже нету, да, уже растаял везде. Вот так вот. Так, надо одеть шапку. Дождь закончился, на улице светло. Закрыто. Шапочку мы оденем. Перекрутилась. О, есть контакт. Дымок идет. Красиво, когда с домов идет дымок. Как бы такое ощущение тепла, уюта. Типа банка там есть, джакузи, бассейн. Фух. Мамасита, Маргарита. Здесь торгуют, понятное дело, всяким разным сувениры, чашки и всякое разное. Такое елочка, каток там с правой стороны он. Елочка, елочка, всякое разное. Что хочешь. На любой цвет и вкус. Деньги только. Надо деньги брать с собой побольше. Всем привет. Привет, привет. Говорит, наш человек. Это он, наверное, имел в виду. Как проходишь и... О, блогер идет. Вот блогер идет, снимает. Что-то тихо там возле елки. Или вчера было выступление, а сегодня что ли все? Выходной? Никого? Пойдем посмотрим. Но отсюда, по крайней мере, никого не слышно. Зеленая трава зимой. Фотосессия у людей. Кстати, я вчера за отелем говорил здесь в Розе внизу. Кстати, там вот сзади там есть отели по-любому. Вот. Сзади там я забыл, там может парочку, да, все-таки есть отели.
О, дымок идет с окна, что ли. Ну да. А, тренажерный зал. А он с вентиляцией что-то. Какой-то фитнес-зал. Какой-то фитнес-зал. Опять бахкают. Нет, что-то там играет. Сейчас пойдем посмотрим. Только начинается отсюда звук слышно. Там дальше шел, не было слышно. А ну что, речка шумит. Если издалека там идешь туда, не слышно. И если еще чуток ветерок. Ближе подходишь уже, да, сколько слышно. Ну, всякие вот праздничные всякие мероприятия, там концерты, выступления до 7 аж, да, с 31 по 7. 8 уже все. 8 уже праздники закончены. Там старый Новый год уже так не считается. То все дома отмечают. Вот. Вот и елочка. Вид отсюда. Дымок идет. Раз. Так, еще раз, глаз. Раз, глаз. Вот такой вид. Что-то красивое. Кафе, ресторан. Все такое яркое. Так, дошли, да. Блин, реально из-за этой речки ничего не слышно. Сейчас только здесь уже все лучше, так скажем, слышно. Речка, реально шум такой вообще. Красота. Роза Хутор 2024, 5 января. Дождь. Кстати, дождь уже перестал. Наконец-то. Какие-то конкурсы там. Никто ничего не поет там с детьми, там конкурсы с детьми. Давайте уже заканчивайте с конкурсами. Что-нибудь спейте нам. Спойте. Спойте, спейте.
Поите нас. Конечно, можно, ура! Дошел. И слышу! Вот такие дела здесь. Людей так себе, не совсем уж и много. Не так уж и много людей. Там домики. Роза хутор. Отсюда поснимаем. А в дровнях мужичок срубила нашу елочку под самый корешок. Срубила нашу елочку под самый корешок. И вот она нарядная на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Все идем к елочке. Порадовали дедушку, какой у нас большой и дружный хоровод получился, ребята. Давайте поаплодируем друг другу хорошенечко. Ого-го, дедушка! Ну Дедушка смотри, Мороз. мы самую главную песню спели для елочки, правильно? А можно теперь мы поиграем в нашу любимую игру? Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, можно! Спасибо большое! Тогда прямо сейчас, ребята, мы с вами отправимся в волшебный лес. И с вами превратимся в елочки и елочки. Когда лучше слой елочки, елочки наверх. И показываем елочки. Когда лучше слой елочки, опускаем ручки на коленки и превращаемся в елочки. Давайте попробуем елочки. Парфюмерия и косметика. Елочки. Такие домики новогодние. Посмотреть вот здесь отель это, или что это. Наверх. Канатная дорога наверх. Горный клуб, спортмарафон. Тут, наверное, этот магазин, кафе, магазин, клуб, лекторарий, про прокат, горный клуб, спортмарафон. Скорее всего, спортмарафон, магазин. Зайдем, пока у нас время еще есть.
В общем, вот это здание, я не знаю, может с той стороны у них где-то вход есть, может вверху все-таки отель, а здесь вот спортмарафон, магазин там на нулевом этаже в подвале, а тут ресторан, он Sea Sons. Ну, вот спортмарафон, там у них магазин прокат и так купить можно одежду и всякое разное. Вот. И там же у них кафешечка есть. Кстати, да, можно будет как-нибудь зайти здесь попить кофейца с десертом. А здесь, наверное, отель, только вход где? Либо с той стороны там был, либо здесь где-то. Непонятно, он какой бык. Где-то вход у них с какой-то стороны. Может, вот там, да, сзади там вот. В общем, вот такие дела. Мы сейчас идем на Ласточку. То есть не на Ласточку, а на автобус, чтобы доехать до ЖД Розы Хутор. И там уже на Ласточке дальше в Адлер. Так что до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.